что вас водили на Тарковского? Первое впечатление от Тарковского у меня были, это было 18 лет. Наша доблестная классная руководитель, как она тогда называлась, в музыкальном училище города Братска, очень расширяла наш культурный кругозор и водила нас всей группой на фильмы. Вот мы посетили фильмы «Зеркало», «Сталкер», про Иисуса Христа, я не помню, как он назывался точно. Ну, в общем, это был сильный культурный шок, конечно. И тяга такая была. В то время у меня еще был сдвиг такой в сторону вегетарианства. Вот она тоже нас сказала: дети, а вы знаете, что когда животных убивают, у них остается вот этот стресс, весь переходит в это мясо, а вы его потом кушаете. Все, я перестала кушать мясо до того, как приехала в Бурятию. Все, в Бурятию приехала, на меня тут такими глазами стали смотреть. Как это так? Вот. Сейчас хочется тоже таких впечатлений культурных. Чтение у меня тоже, помню, был после первого прочтения «Мастера и Маргариты» Булгакова. И, конечно, когда смотришь эту постановку, где играл, фамилию актера я забыла. Это сериал? Да. По РТР. На музыку Галимин? Корнелюка. Корнелюка. Вот этот фильм мне понравился. Но все равно фильм и книга, он как бы все время сопоставляешь у себя в голове, что ты вот это слышишь, когда ты вот это читаешь. Потом я еще раз его перечитывала. Вот единственная книга почему-то, которая мне нравится перечитывать, это вот эта книга. Пока я долго сидела с ребенком дома, 10 лет я сидела мне, потому что первый ребенок лежачий, но сейчас уже 17 лет исполнилось. Да? Да. Пока я дома сидела, я очень много книг перечитала, и я так этому рада. Из классики, например, вот название не могу вспомнить. Ну, в общем, сейчас я совершенно не читаю книги, я этому ужасаюсь просто. Какая-то жизнь интересная пошла. Мало времени почему-то, да? Да нет, мне кажется, что если человек хочет, он найдет время. Я вот почему-то не могу найти время. А многие так не могут. Вы читали Франца Кафку? Собираюсь. Я помню, как мы с мужем познакомились вообще в молодежном театре самодеятельном. Вот. И там мы ставили какой-то спектакль по Францу Кафке. И когда я спустя несколько лет, я вот уже здесь жила, в Бурятии, я думаю, дай-ка я почитаю Франца Кафку. Там есть такой рассказ, он называется «Жук». И я когда его прочитала, я рыдала навзрыд, потому что я увидела ассоциацию вот с этим, с человеком, ограниченными возможностями здоровья. Ну, там какой-то он фантастический, конечно, что якобы в семье родился вот этот жук, он как ребенок. И все его закрывали в отдельной комнате. А финал такой идет, что он лежит на спине, не может перевернуться, это лапами-то барахтает, и никто ему не помогает. Ну вот сразу ассоциация с человеком, который вот возьми колясочника, он в какую-то ситуацию попал, что он никуда не может ни выехать, ни заехать, и никто ему не помогает. Хотя бы вот это вот 10 лет назад, примерно, я 10 лет назад это читала. У меня был и ужас, ну и вот какие-то такие вот потрясения, эмоции слезные. И потом часто мне эти ассоциации всплывали и в связи с моим ребенком, и вообще в связи с положением людей. Да хоть с какими ограничениями. В прошлом году вот Елена Евгеньевна у нас перед конкурсом 8 марта, который мы проводим для наших мамочек, сломала себе мизинчик. Ну, в общем, она ходить-то не могла, она прыгала. И я удивлялась, я бы на ее месте сидела просто в зале, ну, чтобы не мешать там. Все, она за сценой вместе со мной помогала, все такое прочее. Когда я сказала: Алена, ты мне мешаешь, ты успокойся уже, она на меня обиделась. Вот, ты не понимаешь, я себя почувствовала впервые человеком с ограниченными возможностями здоровья, потому что я так то не могла, это не могла. Мне стыдно, конечно, стало, я немножко грубовата в этом смысле, но я извинилась.
Ну как живут-то именно в Бурятии люди с ограниченными возможностями? Вообще все зависит, конечно, во-первых, от района проживания, во-вторых, от самой семьи. Ну вот если, например, ты живешь на 9-м этаже, вот что ты тут сделаешь, пока квартиру не поменяешь на первый этаж, ничего не изменится. Я, например, знаю таких людей, которые живут на 10-м этаже, Ну там лифт есть хотя в бы. доме, где лифт начинается со 2-го по 9-й этаж. А, Ну вот фантастика, ну пока что они не переезжают в другую квартиру. в пятиэтажках вообще сложнее даже просто с коляской. Ну вот мы живем на 3-м этаже. Если ты живешь на 1-м этаже, еще более-менее счастлив. Вообще, конечно, все зависит от семьи. Мамы. Ну, Угу. мама, иногда папа. Иногда. Ну, в смысле, что обычно мама энердрайзер, а папа там на подхвате. У нас просто есть семья такая, где и мама, и папа. Машина, все, они активисты. Ну, то есть, если их зовешь, если они сказали, что идут, они идут. У них 2 детей. Одна девочка с ДЦП, ей уже 19 лет. А другой мальчик глухой. Следом. Ну, не то лекарство ввели, когда вот дети рождаются-то. Потому что лекарства какие-то они, которые отбивают нервы Антибиотик слуховые. Вот, какой-то. ну, этого хватило. И потом у них еще 3 детей. О. Еще у них есть самый первый ребенок, у которого уже своя семья. Еще они такие молодцы. Они у нас единственные такие многодетные. Ну а чисто денежные пособия, наверное, очень маленькие, Ну, да? вон милиция работает так-то, в принципе, они не нуждаются особо. Да они и не шикуют, и в общем, А вообще, если про другие семьи, денежные пособия как? так это идет пенсия на ребенка. Пенсия достаточная, вроде бы кажется, да, вот мы живем, у нас папа есть, который зарабатывает. А вот если мама с ребенком живет, мне кажется, все равно это. Но это никаких лишних средств нету. Вот сейчас, например, к нам обратились люди, которые сидят в Galaxy на 4-м этаже, они революционную технику реализуют. Они говорят, вот предложите своим родителям технику за 90, за 100 тысяч. Я такая думаю, где они их Технику? возьмут-то? Технику? Да, технику. Ну, Как? например, коляска. А, понятно. Хорошая коляска. Мгм. Они же дорогие, да? Ну, вот вы своим родителям предложите, мы узнаем там то-то. А им потом возместят эти средства. А где они их возьмут-то? Возместят-то, возместят, а где они их возьмут? Вот мама с ребенком живет, она получает там эти сколько там? Тысяч? 16 или сколько? 17. Они, как правило, ничего не откладывают. Это хорошо, если у них есть бабушки, дедушки там, или папа алименты платит. Так это вообще нереально. Я знаю единицы таких семей, которые могут что-то там себе позволить, но это... Или папа предприниматель, вот Лужковский, например. Это магазин Никита, я сейчас вам тут все расскажу. Мне, кстати, вот ребенка Никита и зовут Лужковский. Но и все это у них получилось, когда ребенок Стимул стал, родился. да. Да. По поводу, вот вы говорите, что зависит от родителя. Есть такие родители, которые зовешь. Вот, например, мы проводим боулинг-турниры. Мгм. Зовешь. Какой боулинг-турнир? Мне надо ребенка лечить. Как будто прямо вот мы все не лечим детей, да, а только бегаем и развлекаемся. А вот она одна лечит. Ну и когда мы в очередной раз позвали эту мамочку на мероприятие, она сказала, если вы мне поможете интервью на это записать, что мне нужна помощь финансовая, то я пойду к вам. Но у меня что-то после этого как слезы прорвали, я думаю, ну меня конкретно унизили, я посчитала так. Почему я должна кому-то что-то помогать? Это все можно было по-другому преподнести. В общем, после этого мы больше с мамой с этим не работаем. Пускай сидит дома, хочет, пускай сидит и лелеет свою беду всю жизнь. А как вообще среда доступная? Ну, говорят, что доступная, по-моему, только в центре, да? Я просто общаюсь с Рженой, да, которая уже с нами нет, с Галей.
Вообще изначально они нас как бы, у них была задача продвинуть организацию родителей детей-инвалидов в Бурятии. Они это сделали, они нам помогли, мы зарегистрировались в Тыры-Пыры. В общем, откуда наше пошло знакомство и дружба. И иногда, когда я вижу что-то, что не так, я сразу вспоминаю слова Галины или Ржениной, что вот, девочки, смотрите, наблюдайте, ну и звоните, где, что и как. Вот, возьмите People's Park, да? На стоянке для инвалидов никогда нету места свободного. Так и хочется сказать: Галя, дай наклейку, я наклею. Ты хочешь быть на этом месте? Вот есть же такие наклейки. Но у них, видимо, нету этого. Иногда вот хочется так людям сказать. Или на ЖД вокзал приезжаешь, мы тоже вот, если ребенка возим, увозим, привозим, тоже хочется наклеечку сделать. Ты хочешь быть на этом месте? Что ты так рвешься-то на этом месте? Если оно выделено для инвалидов, ну не занимай его. Люди думают, что если оно вот, я как не приеду, оно всегда свободно, значит, оно никому не нужно. А то, что через 5 минут после тебя может кто-то приехать, это уже не важно. Ну, разные там съезды, вот тоже. Это все, когда не погружаешься в тему, может, и не замечаешь. Едешь по Ашурково. В то время вот как раз рассказываю, девочки, едем, такие переходы от... В общем, между тротуарами чем-то там спуск большой. И того нету, этого нету. Ну, рассказываю сразу им. Потому что они все равно это инспектируют. Все не объездишь, а знать надо, где что не. То есть кто-то мониторит, в принципе, да? Там есть центр, они сами где они мониторят. мониторят. Галина, В том-то да, и дело, сейчас? да. Галина сейчас. Просто это хватить невозможно все. Ну да. Такими ресурсами мало. Мгм. То нужно, чтобы у тебя везде был помощник, который сказал: ага, здесь не так. Ну, вы часто выходите-то? Ну, в город Ну, да, как с сказать, сыном? с сыном. Он у меня уже большой стал, я вообще его уже не могу тягать, честно говоря. Мгм. И у нас единственное время, которое для выездов, это лето. Но сейчас он пока у меня находится у мамы моей с папой. Пока я сама не могу. Он там живет, на моей родине. Мгм. Ну, люди вообще мало, по-моему, выходят в общественные места. Да, ну, вообще, хотелось бы сказать, что нужно их заставлять, что ли, сказать. Попробуйте, выйдите. Мгм. Привычки нет уже. Да, нужно к этому приучаться. Потом люди, может быть, не рассчитывают на чужую помощь. Я раньше всегда: вам помочь? Нет, не надо. Ну, сама мамаша. Коляска с ребенком. А потом думаю, почему? Пожалуйста, помогите. Потом уже, когда стала ребенку 7-8 лет, я уже думаю: пожалуйста, помогите. С удовольствием воспользуюсь вашей помощью. А почему бы нет? Если ты один раз ему отказал, он в следующий раз тебе уже не предложит помощь. Ну, соседи по подъезду. И также и в городе. А у Ты меня, сам от всех да. шарахаешься, и тебе скажут: ой, я в тот раз ей предложил помощь, она что-то от меня отшатнулась. Больше я не хочу к ней подходить. А у меня вообще в последнее время фраза вертится вот это: просите и обрящите. Она же не зря. Да? Это то, что не надо, ну, как бы гордиться, а нужно попросить, и тебе Конечно. помогут, да? Но если не поможет один, поможет второй. Мгм. Не то чтобы гордиться, а стесняться. Это я помню, мы с мужем ехали с пенопластами, у нас что-то раз он ключ поворачивает, а машина не завозится. Все, говорит, мы никуда, это на Силикатном, нам ехать вот сюда. Я говорю: сейчас, говорю, машину остановим, говорю, найдем. Я штук 10 машин остановила. Все люди готовы были помочь завести, ну, прикурить машину, но ни у кого не было проводов. Парадокс. А он тоже: ой, да что я буду останавливать машину? Я говорю: без проблем, сейчас остановим. Все останавливались, кого просили, но проводов не было, к сожалению. Потом в результате чем закончился, я ему говорю: у него там работа рядом, говорю, позвони на работу, у них есть люди, которые на маршрутках работают, их по городу возят. Позвонил, водитель приехал. Оказывается, можно было попросить и своего человека.